В столице Узбекистана менее часа назад начались переговоры глав государств Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита ожидается принятие Ташкентской декларации, в которой будут зафиксированы консолидированные подходы государств к дальнейшему развитию ШОС и большой пакет важных документов. В программе Владимира Путина есть двусторонние встречи. За ходом саммита следит наш специальный корреспондент Олег Шишкин. Он находится в Ташкенте и выходит в прямой эфир. Олег, здравствуйте, ждем от вас подробностей. Максим, здравствуйте. Сегодня действительно начинаются официальные мероприятия 15-го юбилейного саммита ШОС. Лидеры государств приехали в Ташкент еще вчера. У них была возможность пообщаться в неформальной обстановке. А сегодня утром все встретились за столом переговоров в загородной резиденции президента Узбекистана Ислама Каримова. Она называется Куксарай. Куксарой в переводе это означает «синий дворец». Кстати, также называлась резиденция и Тамерлана, знаковой фигурой для истории Азии в XIV веке. Журналисты уже отмечают интересные детали. Ислам Каримов встречал лидеров государств на входе в зал заседаний. Затем было запланировано совместное фотографирование. Председатель КНР Си Цзиньпин немного задержался. В это время лидеры стран уже начали оживленный диалог. Нурсултан Назарбаев, например, что-то обсуждал с Владимиром Путиным. И после того, как к собравшимся присоединился китайский лидер, все прошли в зал для переговоров. Я напомню, что в Шанхайскую организацию входит 6 стран. Это Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Сегодня по итогам саммита, как вы сказали, стороны подпишут Ташкентскую декларацию и план действий до 2020 года. И еще ожидается одно знаковое событие – подписание Индии и Пакистаном меморандума об обязательстве ратифицировать все договоры, действующие в ШОС. Это необходимое условие для членства в организации. Я напомню, что принципиальное решение о расширении ШОС за счет присоединения этих стран Южной Азии было принято на прошлогоднем саммите в Уфе. И вот в Ташкенте этот процесс выходит на завершающую стадию. Эксперты и политологи единодушно оценивают это. Это даст импульс развитию и усилит авторитет ШОС в мире. Достаточно сказать, что в организации будет 4 страны с ядерным потенциалом. Население государств ШОС составит 3,5 миллиарда человек, а совокупный ВВП около 30 триллионов долларов. Но можно добавить еще, что Индия и Китай – это страны с самыми быстро растущими экономиками в мире, так что ШОС выходит на глобальный уровень. И помимо участия в официальных мероприятиях саммита, Владимир Путин сегодня проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендра Моди, а вечером с Ташкента вылетит в Пекин. У российского президента начинается визит в Китай. Максим. Спасибо, это был Олег Шишкин из Узбекистана, где начался основной день саммита ШОС.